теперь, как вы думаете, что нужно поменять, чтобы робот поехал назад? Совершенно верно. То есть я щелкаю на градус. 1-2 декабря у нас прошел большой всероссийский конкурс «Учитель будущего поколения России» для студентов от 3 по 5 курс и магистрантов. Конкурс прошел в 2 этапа, и на первом этапе приняло участие 67 участников из почти всех педвузов нашей страны, а на второй этап уже приехало 35 участников на очный этап. Для того, чтобы пройти финал, участники прошли 2 этапа. Первый – это открытый урок перед экспертной комиссией с учащимися школьниками. А второй конкурс – это было тестирование, после которых у нас определились 6 финалистов. И на следующий день нашего конкурса они уже бились за титул абсолютного учителя в дискуссионной площадке на тему образования будущего в России и миссии учителя будущего поколения России. Нужно сказать, что задача для студентов стояла непростая. За 20 минут продемонстрировать педагогическое мастерство достаточно сложно, но многим это удалось. Все этапы урока по ВГОС в уроках наших участников, они присутствовали. Многим удавалось за 20 минут наладить грамотную коммуникацию с ребятами, получить не только предметные результаты, но и личностные, воспитательные, что немаловажно. Мы смотрели на методическую грамотность, мы смотрели на коммуникативные компетенции студентов и на то, как они грамотно умеют конструировать образовательный процесс, начиная от содержательной составляющей, подбора содержания и заканчивая методическими приемами, формами и средствами передачи этой самой информации. Сегодня я проводила свой открытый урок по истории. Тема моего урока была «Брусиловский прорыв. Сила военной мощи России». В рамках сегодняшнего урока мы работали с облаком тегов, мы работали с QR-кодами и тестами в онлайне. То есть ребята, решая тест, могли сразу же увидеть свои результаты на доске. И такая соревновательная нотка была в нашем сегодняшнем занятии. Также мы с ребятами закрепили материал с помощью перестрелки, то есть вопрос-ответ друг другу, и тем самым сегодня после урока ребята выходили достаточно довольны, счастливые, говорили спасибо, что было очень приятно и не может не трогать. Мой урок был по безопасности жизнедеятельности. Я считаю, что это один из самых важных уроков у нас, так как первую помощь должны оказывать, на мой взгляд, все. И поэтому мой урок был посвящен именно этому. Мы разбирали 3 состояния. Это обморок, кома и клиническая смерть. Мы разобрали, по каким алгоритмам нужно оказывать первую помощь и как эти состояния разделять, как раз-таки для того, чтобы правильно оказать эту первую помощь. Я показывала сегодня урок по биологии на тему метод деления клетки. Мы с учащимися работали с микроскопом, с интерактивным атласом анатомическим пирогов. Плюс еще мы работали с магнитной доской МИТО, сделали задания интересные, групповые, и просто интересно провели время. Мой урок состоял в основном из диалога. Из диалога с учащимися 10 класса, предоставленном им материале о том, что происходило, скажем так, на рубеже 19-го, начала 20 века, и из этого материала вычленение тех причин, которые привели к столь кровопролитным последствиям. Каждый студент пытался в своей теме выбрать именно ту информацию, которая наиболее, на их взгляд, казалась важной, и преподнести их с использованием того оборудования, которое есть на базе лаборатории технопарка БГПУ. Каждый по-своему подошел к подготовке урока, использовал разное оборудование на каждом из своих уроков, и, соответственно, одинаковых каких-то моментов не было. То есть они были действительно интересными. Студенты и сами проанализировали свои уроки, провели рефлексию и видели те моменты, которые у них получились получше, над которыми еще стоит поработать. В любом случае, я думаю, что участие в этом конкурсе студентам даст новый толчок в развитии. То есть все было не зря. Диплом финалиста конкурса вручается Анастасии Быкасовой, Новосибирский государственный педагогический университет. Диплом финалиста конкурса вручается Наталье Шубиной, Уральский государственный педагогический университет. Уважаемый Иван Иванович, просим вас наградить лауреата конкурса в гуманитарном направлении. Лауреатом становится Дениза Урманова, Башкирский государственный педагогический университет.
Уважаемый Константин Андреевич, просим вас наградить лауреата конкурса в естественно-научном направлении. И лауреатом становится Ирина Бочкарева, Московский государственный педагогический университет. Уважаемый Нариман Асварович, просим вас наградить лауреата конкурса в IT-направлении. Лауреатом становится Алина Ляпина, Самарский государственный социально-педагогический университет. Абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель будущей России» становится Алина Быкова, Ярославский государственный педагогический